Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан предлагает создать туристический тур по Каспию. Выпуск специалистов состоялся в школе агентства Туркмен Хова Йолары. Посольство Туркменистана в Вене приняло участие в празднованиях Новруза и другие новости. Круиз по Каспийскому морю предлагают создать представители туристического сектора Туркменистана. Данные инициативы были озвучены в ходе международной конференции в Ашхабаде. По словам заместителя министра культуры Нурсахета Шеримова, зарубежным бизнесменам предоставляется предложение по созданию в Каспийском регионе туристических возможностей на высоком уровне на взаимовыгодных условиях. В школе подготовки авиационного персонала агентства Туркмен Хова Йолары состоялся очередной выпуск специалистов. 123 выпускника продолжают свою профессиональную деятельность в области авиации по таким направлениям, как организация авиационных перевозок, управление движением воздушного транспорта, автоматические системы управления и другие. Посольство Туркменистана в Вене совместно с представителями аккредитованных в этой стране дипмиссий провело культурную акцию, посвященную международному празднику Новруз. В рамках мероприятия состоялись музыкальные концерты, выставки, в том числе и национальных блюд. В павильоне посольства Туркменистана демонстрировались туркменские ковры ручной работы, национальные украшения и сувениры. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт подвел итоги Олимпиады по высшей математике, проведенной среди студентов высших учебных заведений. В пятерку победителей вошли студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Туркменского государственного педагогического института имени Сейд-Назара Сейди, Туркменского государственного университета имени Махтум Кули и другие. В целом на площадке Олимпиады выступили около 50 учащихся. Российская кинокомпания «Базилевс» и российский режиссер Тимур Бекмамбетов готовятся начать съемки анимационного фильма о приключениях Ходжана Средина. Финансировать проект выразила готовность турецкая студия Yeni Düşler Animation. На воплощение идеи фильма о знаменитом на весь Восток острослове было выделено около $1 миллиона. Тайваньский производитель электроники Acer, известный прежде всего своими компьютерами, представил новый продукт – умный велосипед Эби. В него встроена продвинутая система безопасности. Еще в новинку встроен GPS, который позволяет следить за перемещением транспорта в режиме 24/7 и удаленно его блокировать в случае кражи. Эби работает от аккумулятора, который обеспечивает запас хода на 110 км. Встроенный электродвигатель способен разгонять велосипед до 25 км в час. Весит при этом транспорт всего 16 кг. Тренерский штаб сборной Туркменистана огласил состав из 24 футболистов на мартовские сборы команды. Приглашение в сборную после небольшого перерыва получил полузащитник гонконгского Китчи Руслан Мингазов. Напомним, 23 марта туркменская команда проведет товарищеский матч против команды Малайзии. Затем отправится на учебно-тренировочные сборы в Объединенные Арабские Эмираты, которые пройдут с 25 по 30 марта. Кубок Туркменистана по футзалу среди женских команд пройдет в Ашхабаде с 22 по 27 марта. Борьбу за медали и звание сильнейшей женской команды страны будут вести 8 клубов. Финал соревнования пройдет в 14:30 по местному времени в Олимпийском городке Ашхабада. Туркменский защитник Випа Джумаев перешел из гомельского «Локомотива» в «Энергетик БГУ». В минувшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21 матче Первой лиги Беларуси, в которых отметился 1 голом и дважды ассистировал партнерам по команде. В составе сборной Туркменистана до 23 лет Джумаев принимал участие в Кубке Азии, где провел 3 полноценных матча и 1 тайм. Полузащитник сборной Туркменистана Мирза Бекназаров продолжит карьеру в премиум-лиге Эстонии. Контракт по схеме 1+1 заключен с футбольным клубом Нарва Транс. 22-летний уроженец Дашогу задебютировал в составе сборной Туркменистана в октябре 2019 года в матче против команды Кувейта. Также за плечами Бекназарова опыт выступлений в Кубке АФК и Лиге чемпионов АФК. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.